Вы богатый человек. Давайте уточним, насколько. У вас есть на счету сейчас 1 000 000 евро? Отродясь с советских времен, никогда не держал деньги на счетах. Не доверяю банкам. И вам предлагаю делать то же самое. Вы держите все в недвиге? Да, абсолютно. Если всю эту недвигу... Вы же знаете, как состояние по версии Forbes измеряется? Они понимают собственность Активы. человека активами, Активы, да, да. и примерно их складывают по рыночной стоимости и получается состояние. Если сложить все то, что у вас сейчас инвестировано в недвигу, сколько миллионов евро это будет? Больше 10 или меньше 10? Больше 10. Больше 10 миллионов евро. Та цифра, которая шокировала меня, когда я смотрел интервью в Анатолича, у вас было 19 квартир в Киеве, стало меньше, да? Сколько Да, сейчас? Я переинвестирую. 16. 16 квартир и торговые помещения. Ну, много, да. И вот на все эти 16 квартир есть люди, которые готовы их снимать? Нет. У меня сейчас несколько квартир стоит вообще без арендаторов. То есть вы просто платите коммуналку за нее и, по сути, Да, теряете деньги? Да. До российской агрессии было намного лучше, честно признаюсь. Вы как-то брали кредит на 13 мультов долларов. Да. Зачем могут понадобиться 13 мультов долларов, если вы не открываете фабрику или что-то еще? 2007 год. Значит, недвижимость в Киеве растет. У меня агентство недвижимости к тому времени было. Недвижимость росла так, что вот представьте себе, ты покупаешь в 2007 году квартиру за 750 тысяч, в 2008 ровно через год продаешь за 1,5 миллиона. Долларов? Да. Это элитка в центре? Да. Значит, банк там не закрывался, что-то у них какие-то проблемы были. И банк говорит, вот у меня есть шикарная недвижимость торговая на первом этаже в самом центре города. Продаем за 13 миллионов. Она стоила больше намного. Я прихожу во второй банк, говорю, вы мне дадите кредит? Мне говорят, да. Садимся, банк один, банк второй и я. Тот банк еще скидку сделал. В результате 13 миллионов получилось. Этот банк проценты чуть-чуть ужал. И я купил эту недвижимость. Я отдал за несколько лет официально, платя налоги, все, потому что это было очень выгодно. Потому что квадратный метр тогда стоил долларов 200-250 аренда. Она уже, эти 13 миллионов окупились или... Да, давно. Но это было в 2007 году. Ну, стоп, они уже принесли вам 13 миллионов долларов? Или просто они принесли много долларов, и при продаже вы... Они окупили... Нет, я все-таки продал часть недвижимости, чтобы потом кризис разразился в 2008 году, да, и я продал часть недвижимости для того, чтобы погасить кредит. Но, в принципе, это выгодно. Это выгодно.